С наступлением осени, когда дни становятся короче, а температура воздуха постепенно снижается, активизируются вирусные инфекции. Сезон гриппа и ОРВИ уже начался. Заболевания, которые, несмотря на свою распространенность, могут повлечь серьезные осложнения. Они вызываются вирусами гриппа типов А, Б и реже С, передаются воздушно-капельным путем, при кашле, чихании и разговоре инфицированного человека. Также заражение возможно при контакте с загрязненными поверхностями – дверные ручки, телефоны, клавиатуры, если после этого прикоснуться к своему лицу. В группу риска у нас входят дети 6 месяцев. Также в группу риска входят у нас школьники, студенты, медработники, работники транспорта, коммунальной сферы, работники птицеводства, учителя, преподаватели. То есть это те работники, те люди, которые тесно взаимодействуют с большим количеством людей. Также в группу риска у нас входят лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины на втором-третьем триместре. Основная причина заболеваемости – это высокая контагиозность вирусов гриппа и их способность мутировать. Каждый год появляются новые штаммы, которым еще не выработан устойчивый иммунитет. Поэтому даже те, кто переболел гриппом в прошлом году, могут заразиться новым штаммом в этом. Самым эффективным методом профилактики гриппа на сегодняшний день является вакцинация. Когда большое количество привито, то заболевание заметно снижается. Даже если болеют, то в легкой степени, без осложнений, и вирус не так агрессивно распространяется. Как таковых противопоказаний это только высокая лихорадка, явно проявляющиеся вирусные какие-то симптомы, насморк, кашель, высокая температура. Второе противопоказание – это непереносимость белка. Грипп – это не просто простуда. Он может приводить к тяжелым последствиям, таким как пневмония, бронхит, отит, синусит, а в некоторых случаях к миокардиту, энцефалиту и даже к летальному исходу. Вакцинация снижает риск развития этих опасных осложнений. Также, прививаясь, вы не только защищаете себя, но и вносите вклад в создание коллективного иммунитета. Это особенно важно для защиты детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Для некоторых грипп может быть смертельно опасен. Если большая часть населения привита, вирусу сложнее распространяться, тем самым защищая тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Ежегодно вакцину против гриппа изготавливают с теми штаммами, которые были актуальны в предыдущем году. И поэтому каждый год меняется состав этой вакцины. Мы знаем, что очень много вирусов, и иммунитет, хотелось бы сказать, что создается в течение 2 недель после вакцинации. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, в частных медицинских центрах, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые часто организуются в осенний период. Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр для исключения противопоказаний. Если человек по определенным причинам не успел привиться до начала эпидсезона, то есть в сентябре-октябре и в начале ноября, если у него в этот период были какие-то противопоказания или по каким-то жизненным ситуациям не получилось привиться до начала эпидсезона, то все равно есть смысл прививаться, так как иммунитет после вакцинации у нас вырабатывается в течение 2-3 недель, то есть это не такой большой промежуток времени. То есть, если он не вакцинируется, есть риск заболеть, и есть риск заболеть именно тяжелой формой гриппа. Начавшийся сезон гриппа – это сигнал к тому, чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Вакцинация остается самым надежным и проверенным способом профилактики гриппа и его опасных последствий. Мадина Цора, Абдулла Тангиев, Магаз 24.